Одна из главных тем последних 2 недель – возросшая цена на топливо. На сложившуюся ситуацию, как прокомментировали в Минэке, республики повлияли происходящие в мире политические процессы. Министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что цена на топливо зависит от ценообразования на нефтепродукты в России, где отмечается рост по всем позициям с середины 2021 года. На повышение, безусловно, повлияли, изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации, а именно изменение ставки налога на добычу полезных ископаемых и акцизов. Поэтому, соответственно, рынок отреагировал, и уже в январе мы наблюдали повышение цен. И участники топливного рынка, конечно, обращались в правительство Республики Абхазия для соответствующего реагирования. Впоследствии уже в силу известных событий ситуация стала меняться критическим образом, и биржевые индексы били рекорды по резкому увеличению стоимости. И мы видели, что цены менялись практически ежедневно, ежесуточно. По словам Озган, правительство рассматривало разные способы для регулирования этого вопроса в рамках закона Абхазии. Ранее применялись предельные значения цен. Но, к сожалению, в условиях быстро меняющейся ситуации на рынке нефтепродуктов принимать решения по установлению предельных цен 1 или 2 раза в месяц сложно. Потому что это может спровоцировать дефицит ввиду отсутствия у компании средств на закупку топлива. Поэтому единственный механизм, который позволил бы нам регулировать на изменение ценообразования на рынке нефтепродуктов, это, безусловно, применение мер путем определения предельного уровня наценки. Что в данном случае имеется в виду? Рынок нефтепродуктов в республике состоит из 3 направлений. Первое – это оптовый ввоз нефтепродуктов, далее мелкий опт и, соответственно, розница. И, таким образом государство определило, что участники рынка, поставляющие топливо в республику крупным оптом, имеют предельный уровень наценки на бензин, соответственно, 6%, на дизельное топливо всего лишь 2% к стоимости, к закупочной стоимости. То есть надо понимать, что мы очень существенно ограничили участников топливного рынка по уровню доходности. Важным фактором, по словам Озган, является так называемый демпферный механизм, который действует в России. Его суть в том, что если экспортная цена бензина и дистоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, чтобы они не повышали цены внутри страны. То есть принцип работы механизма основан на том, что существует разница между экспортной и внутренней ценой. При этом она может быть как положительной, так и отрицательной. Когда разница положительно, экспортировать нефтепродукты выгоднее, чем продавать их внутри страны. И, соответственно, наоборот. В России используют демпфер, чтобы не допускать резких колебаний цен на бензин и другое топливо. Но сегодня этот механизм, так называемый демпферный механизм, он создает существенную нагрузку на оптовые цены. Применяется непосредственно на оптовые цены, экспортируемые, на нефтепродукты, экспортируемые из Российской Федерации. И стоимость нагрузки в ценовом эквиваленте очень существенная в цене. И в данном случае даже то, что республика обладает правом беспошлинного вывоза из Российской Федерации нефтепродуктов, несопоставим с размером этого возмещения. Вот цена на 11 марта. Цена закупочная на 92-й 58 рублей. Это только закупочная цена. И вот здесь почти 20 рублей это демпфер. 61 рубль, 61,74 закупочная цена на дизельное топливо. Сейчас она идет на снижение, но тут есть один фактор. Мы не можем одновременно с изменением цен на биржах реагировать здесь, потому что компании продают топливо, закупленное в тот период, понимаете? И вот этот цикл, он, к сожалению, не может ежесуточно реагировать, то есть компании не могут ежесуточно реагировать на изменения. Но то, что индексы вот такие высокие, это факт. Сказать, что в нашей стране можно экстренно принять меры и стабилизировать цену, это значит компенсировать внутри республики убытки компаний в связи с разницей в цене. Однако это значительные расходы, которые бюджет страны не осилит. В сентябре 2021 года руководство Абхазии обращалось к руководству России с тем, чтобы демпферный механизм не распространялся на Абхазию. Но так как речь идет о выпадении значительных сумм, решение пока не принято.
Но мы в настоящее время тоже ведем соответствующие консультации, есть повторное обращение. Мы в течение января-февраля проводим необходимую работу с профильным министерством Российской Федерации в целях урегулирования вопроса. И учитывая отношение Российской Федерации к республике, конечно, рассчитываем, что такое решение будет принято. И если это решение будет принято, то, соответственно, цены автоматически пойдут на снижение. Поднятие цен на топливо влияет и на стоимость пассажирских перевозок. Стоимость проезда в столичном транспорте пока что остается прежней. Однако, по словам некоторых жителей столицы, на проезд существенно подняли цены в такси. Но, по словам директора фирмы «Гаруда», в их компании они остались прежними. Мы пока удерживаем те цены, которые были, но долго мы их удержать не сможем. Ходит много слухов о том, что цена будет и дальше повышаться за бензин. Наша работа, наши таксисты напрямую зависят от цен на бензин. Скорее всего, у нас в планах будет сделать так, что наша цена будет соизмеримо повышаться повышению бензина. Смотрите, у нас появилось приложение современное. Вот, например, вы спрашивали за цену до нового района. Указываем цену, то есть с офиса нашего до нового района стандарт выходит 260, минивэн 290 рублей. Не повысилась цена и в такси «Люкс». По словам представителей фирмы, расценки на стоимость за проезд остались прежними. Не представившись, мы позвонили как клиенты в другое такси. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а сколько будет стоить доехать от Красного моста на новый район? Красный мост, это надо переезжать Красный мост или прям с Красного моста? С Красного моста. Где сам, правильно? Да. А до нового района первый круг 300, второй 350. А сейчас цены на такси повысились, да, или как были? Нет, повысились. А на сколько примерно? Где-то на 50 рублей, на 100 рублей. Это везде так? Да. А когда повысились цены? Девушка, мы уже недели 2 как работаем. Такси, да, это как-то контролируется, допустим, частные какие-либо другие фирмы, это как-то контролируется Минэком или они уже там сами у себя? Цены на услуги по перевозке пассажиров, они регулируются государством. И если есть, изменения фактических цен, это является нарушением. Как видно, информация о ценах на частные пассажирские перевозки везде разная. Клиенты говорят, что стоимость за проезд подняли. Официальные представители фирм утверждают обратное. С водителями поговорить нам не удалось. Гугут Савардания, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.